Поддержка аграриев, признание продукции чувашских сельхозпроизводителей на российском рынке, а главное – развитие села. В Ядринском округе в 4-й раз прошел слет фермеров. Более 200 представителей малого и среднего бизнеса собрались на одной площадке, чтобы обсудить развитие отрасли. Поговорить об экспорте продукции, поставки в торговые сети, а еще обменяться опытом и узнать, кто из коллег вошел в топ-10 лучших фермеров. Кстати, такой рейтинг в регионе составили впервые. Более 3000 гектаров, около 600 голов крупного рогатого скота. Таким богатством владеет фермер из Урмарского округа Владимир Иванов. Рассказывает, свой путь в сельском хозяйстве начинал с малого. В 2003-м арендовал земли под растениеводство – 13 гектаров. Засеял их пшеницей и ячменем. Спустя год в хозяйстве уже возделывали участок в 10 раз больше. Благодаря господдержке дело пошло. Фермер не раз становился призером конкурсов, а сейчас он лучший в республике. Честно говоря, не ожидал, что вот первое место получу сегодня. А так это заслуга нашего коллектива, что первое место заняли. И государственная поддержка. Спасибо Олегу Алексеевичу, Сергею Геннадьевичу, что поддерживает нас на таком высоком уровне. К слову о господдержке. За 11 лет программой субсидирования в Чувашии воспользовались 631 сельхозпроизводитель и 20 кооперативов. Сейчас аграриям республики предоставляется 4 вида грантов – агростартап, перспектива, семейным фермам и на развитие материально-технической базы. Во время слета сертификат на сумму порядка 8 миллионов рублей получил предприниматель из Мариинского посада Александр Краюшкин. Мечта была уже давно, около 3-4 лет, производить такую как бы недорогую, но очень вкусную, качественную рыбу сама Клариева. Рыба, завезенная к нам с Африки, живучая, растет, как говорится, очень быстро. Для того, чтобы осуществить эту свою мечту, я закончил школу фермера, очень благодарен этому проекту. Ну и как бы вот сегодня получил сертификат, то, что вот выиграл грант, мне доверила республика, как говорится, заниматься вот этим моим как бы семейным бизнесом таким небольшим. Отметим, что с этого года Минсельхоз активно поддерживает и самозанятых. С этого года дарим по 3 коровы каждой самозанятой семье. Возмещаем 70% затрат. Кстати, вроде как поголовье уменьшается, так как цен на молоко не было в этом году. Но с другой стороны, около 500 коров уже купили. То есть это 5 новых стад. Это направление тоже развивается. Но жалко, не во всех районах, неравномерно закуп осуществляется. Мы возмещаем самозанятым затраты на технику в этом году. Всем пчеловодам возмещаем 40% затрат абсолютно на все. Возмещаем на покупку удобрений, семян, ну и так далее, и так далее. Кроме того, по словам Сергея Артамонова, с этого года кооперативам начнут возмещать затраты на строительство овощехранилищ, на покупку необходимого оборудования. Правила предоставления господдержки разработают уже в ближайшее время. И еще одна не менее важная деталь. Накануне слета в республике заработала ассоциация под названием «Народный фермер Чувашии». Во время встречи организация заключила свое первое соглашение о взаимодействии с одноименным союзом России. Для нас очень важно было формирование ассоциации «Народный фермер Чувашии», потому что голос чувашских аграриев, сельхозпроизводителей, фермеров должен быть слышен на федеральном уровне, в Минсельхозе России, в правительстве Российской Федерации. Нужно собирать мнения со всего региона и рассказывать о проблемах, которые стоят перед сельхозпроизводителями республики, чтобы эти проблемы решались. Чувашия очень важный аграрный регион. Здесь очень много малого и среднего бизнеса, микропредприятий, очень много личных подсобных хозяйств, колоссальный объем производства именно в сегменте малого бизнеса. И поэтому для нас это прям такое очень большое достижение, что к нам ребята вошли, консолидировались, объединились, такие молодые, яркие, интересные. Екатерина Данилова, Екатерина Фомина, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.